Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 24. Битва на Каялы. Почему там, где живут казаки, так много тюркских названий? Например, посмотрите на карте на названия рек Ростовской области. Чир, Сал, Арпачай, Аксай, Миус, Яланчик, Камышовка, Крын, Кумшак, Сармат, Чубунка, Бирюч, Самбел, Елан, Куртлак, Ерык, Малая Кубырле, Чертановка, Мечетка, Илавля, Богучарка, Хапыр, Маныч. На юге России идут сплошные тюркские названия. Их не пересчитать. И на них никто никакого внимания не обращает. Так и живет Россия, не помнящая своего родства. Живет, страдает, ищет виноватого. Кто виноват в том, что он в таком положении? Скажешь — обидится, не скажешь — не переменится. Все еще кивает на каких-то мифических славян и ищет способ, как доказать себе самому и другим кочевникам, заметим в скобках, что все люди произошли от обезьян, если верить Чарльзу Дарвину. Но славяне произошли не от черной обезьяны, как разные там бескультурные народы и эти кочевники, а от самой белой, большой и хорошей обезьяны. Берем в руки слово о полку Игореве, написанное когда? Ого-го! 800 лет тому назад, в 1185 году. Во всяком случае, о том, что произошло в те годы. А что произошло? Так, драка, война, что же еще? На реце, на Каяле, у Дона Великого. Интересное название реки. Это приток Дона когда-то назывался Каяле, от тюркско-татарского Каялы, то есть скалистая. А что тут интересного? Интересное вот что. Дон и окрестности – это места, где издавна жили тюрки. Но это еще не открытый пласт жизни для россиян, которые не знают, кто является их настоящими предками. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.